Бро, смешно, бро, смешно. Всем здрасте, это проект «На кухне», и мы снова на нашей любимой кухне. И сегодня у нас в гостях очень крутая девушка из Якутска. Это Прасковья Бояркина, Паша Бояркина. Давайте поаплодируем. Мы готовим еду и общаемся. Но чтобы приготовить блюдо какое-то, нам нужно узнать, что мы будем готовить с тобой. И это мы сделаем из твоих контактов. А если я человека, допустим, не знаю? Ну, неважно. А если вот с недавних хотя бы? Нет, ну, с недавних? Давай с недавних, хорошо. А Если нет, ты... хотя у меня там везде это. Хорошо, я вот просто пролистаю туда-сюда и кому-нибудь позвони. Давайте. О, yes, все, берем. Варя Арчина. Ага, моя однокурсница. Однокурсница, только ты не говори, что ты нашел. Не говори. А, да? Варя. Привет, дорогая моя хорошая. Лук. Ага. То есть жаркое. Ага, все. Смотрите, пока мы сейчас все собираем продукты, тут подготавливаем, все, у вас есть время подписаться на канал, поставить лайк, комментарий и написать вопрос, который вы хотели бы спросить у Паши. Мы вот набрали продуктов, которые нам нужно приготовить. Как мне резать? Скажи мне, пожалуйста. Она должна сперва подтаять чуть-чуть. Ну, пока я картошку чистю, разговариваем. пусть она Хорошо, постоит. пускай она. А ее недолго это все делать, да? Да. Ты сейчас находишься, как я понял, в декрете. Да. Сколько маленькому самому лет? Годик. Годик. Ты мать 4 детей. Да. Это очень круто. Ну, то есть круто, насколько ты хорошо выглядишь. Я же должна вдохновлять своих детей, да, и если я буду страшно лежать дома, да, и как будут дети ко мне относиться. То есть я для детей должна хорошо выглядеть. Раньше я кофе пила, чтобы бодрить людей, ходить там веселой везде, а сейчас я кофе пью, чтобы быть бодрой дома. Ты Да. сейчас вообще из дома не выходишь. Ну, выхожу, вот я же пришла к вам. Сложно ли воспитывать 4 детей? Конечно, есть свои сложности, да, но я такой гиперактивный человек, у меня энергии хватает вообще, если у меня даже 6 детей было бы, я бы справилась. Сколько должно быть детей у современной семьи, которые есть? Ага, ну, Как ты не считаешь? менее 3. Не менее 3 детей. Да. То есть, если 2, это ты... 2 это мало. халявно, да. Это слишком легко, типа. Это легко, изи да. катка. Даже для меня это очень легко. Вот 4 это для меня вот норм. Во сколько ты родила первого ребенка? 19 лет. Да, сейчас моему сыну уже 14 лет, он уже выше меня, вот такой, уже мужчина. Уже прям Помощник мужчина. мой, 14 лет это прям мужчина. В передачах Малахова такие уже семьями гоняют. Пирамида про айфоны. Пирамида с айфонами. Сколько тебе заплатили Ага. для того, чтобы ты прорекламировала их? Что вы думаете, что Ну, Интернешнл если у раздает тебя... айфоны? Сколько у тебя Вы подписчиков, что скажи? думаете, Лина Малина тоже? А я сама видела, как они деньги, все это. Ты Это же заплатила круто. деньги? Да, 57 тысяч даешь. Мне кажется, вас что-то конкретно... Сколько у тебя подписчиков, скажи? У меня мало. Ну, сколько тысяч? Да это нормально, 1030 же есть. 28. 28 подписчиков, я бы никогда не заплатил ни за что. Я бы сказал, ну, если вы хотите у меня рекламу, давайте вот мне Ну, iPhone. на самом деле, у меня так намного скромнее, ребята. Не думайте, что я прям... Ну, как-то Они они, все дают. плохо поступают. Я еще больше их стал ненавидеть, на самом деле. Поэтому я думал, они вам бесплатно дали, тогда нормально. Мы говорили до этих... Что-нибудь задашь? Я больше про пирамиды спрашивать не буду. Все, больше вопросов таких не будет. Когда мясо я буду резать? Вот вопрос. Давайте я порежу. Вообще без проблем. Давайте, я вообще, Нет. давай ты сегодня будешь готовить. И мы такие, Нет, мы вообще кайфанем тогда. Максим, ты можешь мне соль пока найти? В общем, мне Да. кажется, мы не приготовим же ребятину сегодня. Сегодня Паша ее съест. Итак, смотри, ты очень любишь своих детей. Обожаешь? Конечно, Всех кто же детей. не любит Так. своих детей? Тогда мы прочитали новость, Мгм. что твой ребенок был в багажнике машины. Что? Объясни, пожалуйста. Там заголовок такой был, прости. Давайте я объясню всем. Объясню, как Только я ты так поняла. ножом не делай яростно. Да, чтобы люди уже перестали думать на моего бывшего бедного, то, что он маньяк и так далее. Мгм, В общем, так. У меня же первый брак, развод. Мгм. мгм. Забираю, значит, на выходные летом на дачу моих детей. И в воскресенье мне звонят. Алло, а твой бывший муж, что-то это там скандал. И в Крым, Якутии ищут твоего мужа. Посмотри. И мне отправляют скриншот
мне отправляют скриншот моей дочки, она лежит в багажнике, и рядом стоит мой бывший муж, закрывает, типа, ты что? Что? Ну, а это он как-то неправильно поступил или это все? Нет, почему? Это было так. Дочка уснула, по-моему, у них это бизнес с шарами, и шарики все туда, значит, запихали они в машину. Ну, как я поняла, меня там не было, мои хорошие, я не пихала свою дочку в багажник. Но, тем не менее, я хочу стать на защиту своего бывшего мужа, не надо на него так наезжать. Просто человек занимался своим бизнесом, мест не хватило для дочки, и ее туда, видимо, У тебя так делать. Инстаграм заботливой мамы. А при этом Мгм. ты даешь еще уроки по сексу. Как ты это совмещаешь все? Подождите, я когда давала уроки? Ну, Нужно идти туда, девочки, попробуйте это на самом деле. было такое, что ты там пишешь посты какие-то, как что нужно делать. Ну это в группе было, это не открыто было. Видео, там типа уроки отправили девочки кто-то. Мгм, Хорошо, что только одно видео. Ага. мгм. Ну, то есть это было закрыто, это просто слили Да, информацию, это закрыто. Нас было 100 человек, Мгм. и оттуда кто-то отправил одно видео, и все. Я за это рад. Я думал, типа, круто, в Якутске наконец-то открыто Нет, не говорят про круто. секс. Нет, я стесняюсь. Ты стесняешься этого? Да. У тебя там 100 человек в группе. Ну это девочки же все, замужние и незамужние. Ну и что? 100 разных людей. 100 разных 100 людей, разных но это людей. же в группе сообщества или как там можно назвать еще. Но все равно ты же открыто об этом говоришь. Ладно, проехали. Еще что там? Хорошо, ты не хочешь об этом говорить. Ну, и закрыта же эта тема уже. Ну, как я же удалила WhatsApp. Мне бабушка позвонила, сказала, это угнадяный секс там ахаяма. И бабушка наругалась, за это я удалила группу. Хорошо. Так тогда минус все вопросы. Такое было у нас в группе, что была жена и любовница одновременно. Ага. Жена и любовница были. То есть жена и любовница одного человека Да, состояли в группе, да. и он обоими не был доволен. Нет, в смысле, нет, не муж туда пригласил, идите туда, мои хорошие, да, младшенькая и старшенькая. Нет, это девочки сами вступили, и они увиделись там по номерам. Ага. Ничего себе. Нашлись, короче, там. Прикольно, прикольно. У тебя там не И там, WhatsApp-группа. конечно, жены все напали на любовницу, но любовница держалась прямо. А она не вышла? Она там не с ними вышла, Она отбивалась? говорила, что вы тут кудахтаете, успокойтесь. Такая еще на уровне. Ага. Мне когда плохой комментарий ты в Инстаграме пишешь, я удаляю его, а тут блокирую. Она отбивалась. Вот это, женщины, вы, конечно, сильные. Ты назвала девушек бревнами. Ну как? Это Прокомментируй. просто... Я удалила, кстати, это тоже. Ну, это не важно, не Не знаю, я важно. вечером как-то по-другому думаю, и мне кажется, что это реклама белья. Просто я написала бревна приходите. Приходите в магазин белья. Ход Нет, невероятно, ну, пиар-ход крутой. По крайней мере, мне кажется, я мужа потеряла из-за того, что я была бревном. Какой у тебя же два мужа, да? Если я не ошибаюсь. Почему? У меня один только муж, а две другие, Они не мужья. они не мужья. Просто Так, встречались. все, хорошо, понял. Они просто кто-то из них Да. отец твоего ребенка, Да. твоих детей. Ты еще писала, что до 30 лет ты не испытывала оргазма. Да. Я просто беру, видишь, Но это реально, я не придумываю, это не хайп, это реально вообще. А как ты поняла, что... Ну, просто мне говорили, что женщины не получают оргазм, делают вид. Я думала, тоже так у меня. А оказалось не так. Да, оказалось. Оказалось, и до 30 был оргазм. Нет, не было, я узнала только в 30. Только в 30, что он произошел? Да. Как это такая, воу, все, тема у нас Да, разговор. это, кажется, надо не лениться просто. То есть это от тебя зависит еще? Да, от женщин. Оказывается, женщина должна сама как в жизни работать. Даже размер не имеет значения, понимаешь? Воу, размер не важен. Вообще не важен? Да. Не имеет значения. Размер не имеет значения. Если я бы сейчас чистил лук, у меня бы вот так руки тряслись, я такой, спасибо, спасибо. Ты вообще сейчас... Я не думаю, что ты только один там. Там по-любому тоже так делают. Женщина сама должна заводиться от себя, сама должна быть сексуальной, любить себя, да, и работать над собой. Ни один мужчина должен пахать. Да, понимаете, это как в жизни. Надо тоже пахать. Просто мои слова. Это не человек!
Сколько отцов у детей? Ну, у меня три мужчины. А, 3 мужчины. Вот, я Да. про это спрашивал. 3 Первый мужчины. брак серьезный, 10 лет. Ага, и 2 ребенка. А причина развода это вот не эти проблемы с сексом, которые ты Да, потом... эти. Нашлась другая хорошая, которая, видать, работала там везде. И он ушел к ней. Серьезно? Мгм. Ты сейчас А что, я бы сама от себя ушла, если бы я это знала, что... Нет, я я думал, ты бревна. от него ушла. Он тебя не устраивал как-то. Нет, он ушел от бревна. Ой, реально смешно, но так есть. Обсуждаем якутские новости. А сейчас я буду говорить тебе какую-то новость, а Мгм. ты говоришь комментарий к ней, хорошо? Мгм. Итак, смотри. Петь гимн каждый день на уроках – это навязывание патриотизма или нет? Ну, хотя бы текст дети будут какой-то песни знать, мне кажется. да. Ну, Ну, это это же... норм. мне Там кажется. была причина... Там Классно учителя... же. Там еще учителя сказали, даже мы этот гимн не знаем. Но тема в чем? Что так, там было обоснование, зачем это нужно сделать. Чтобы так мы будем прививать патриотизм детям. Да, круто же. Ну, мне нравится эта идея. Ну, допустим, я Ну, что патриот всех своей собрать, страны. это Я ужас. патриот своей страны, но я не Ага. пел гимн каждый день. Я просто знаю свой гимн, потому что я вырос хорошим человеком. Ну, в плане Мгм. гражданина своей страны. Спой. Россия священная, священная. Новость номер 2. Шаман – это Креативно. правда или правильно раскрученный рекламный ход? Он же как-то по-доброму сперва пошел, да? Мгм. Начал, потом что-то на полпути сбили его или что, он начал против Путина. Его избили? Не, сбили как будто с толку. Мгм. Ну, как Да. думаешь, это что? Это рекламный ход? Нет, конечно. И он реально такой, шаман, Просто это правда? хайп. Просто хорошо, что его вернули обратно, да, а то бы замерз там. Я не знаю, иногда просто босиком хожу, могу заболеть, или балкон откроют, там у меня сразу голова болит, озноб и так далее, да. А человек в возрасте идет пешком. Я за то, чтобы он был жив и здоров здесь у нас, чем где-то там непонятно его что-то с ним еще сделать, не дай бог. Мужчина в красной куртке был Что? прав? Ты не знаешь А, новость? Что-то было везде, вижу, ага, этот красный, куртку и лица не видно, да, что-то там чик-чик. У ребенка не было денег на проезд, Да, а водитель у него спрашивал деньги и не ага. выпускал его. Ну, типа, он говорил, типа, давай ищи деньги. Он Мгм. говорит, у меня нет денег. Он говорит, Мгм. поищи лучше, ищи лучше деньги. Такой, ладно, я его отпускаю. И все, ну ладно, все, иди, короче. И он вышел, ребенок. Ага. И после этого люди в автобусе начали возмущаться на водителя. Чего ты так себя ведешь с ребенком? Ты приезжий там, ты такой-то так себя ведешь. Он говорит, я же ничего такого не сделал, я просто спросил у него деньги. Это моя обязанность спросить у него деньги. Мгм. То каждый день этот ребенок так ходит. Все возмущались, автобус, чего ты там с водителем перепалку вступали. И честно, водитель себя вел нормально. То есть он Ага. прям ничего такого Я не не говорил, он видела. просто говорил, ну, я же ничего такого не говорил, успокойтесь. Ага. Там. В итоге он подошел просто и ударил. Типа. Ну, мужчина, никак. конечно, типа заступился, наверное, тоже. Терпел и заступился, да? Каждый раз без проезда тоже. Я сама порой иногда бывает, вот буквально месяц назад у меня на проезд даже не было денег. Мгм. Я заранее спрашиваю, я Мгм. просто захожу и сразу спрашиваю водителя, извините, мы можем доехать до туда, у меня нет денег. Иногда бывает такое, заранее предупредить человека, прежде чем ты зашла, понимаете? Да. И водитель вот так вот смотрит, и все. Они все понимают, просто к ним надо подойти заранее, они так, типа, ой, нету. Ну, все же люди. Я вообще ничего не делаю в итоге. Я просто задаю вопросы и надоедаю человеку. Она вот и посуду моет, смотрите, и уже почти кушать Я приготовила. люблю посуду мыть. У тебя большая концертная деятельность, правильно? Ну, не прям такая. Ну, были. Да-да-да. Выступления были. Да. А был ли какой-нибудь, какой-нибудь, не знаю, такой прям дикий случай на гастролях? Что-нибудь такое сверхординарное? Где-то мне 22 года было, мне сейчас 32, да? 22 года было, я пою, в деревню мы поехали на дискотеку, и у меня окурок прямо сюда. Ну, бычок или что это было, я не знаю, они кинули прямо сюда или сюда, я точно не помню, это 10 лет назад было. В смысле, они прям вот закинули туда на сцену, Да. что ли? Ага. Ну, курили, походу, тогда же еще курили, да? На концертах прям курили? Да, это как клуб, ночной клуб, типа, в ничего деревне, себе. да.
Ага, такого закона не было. Слава тебе, Господи, сделали такой закон, где сейчас нельзя вообще даже рядом курить стоять. Да? А, вот почему, чтобы в артистов не Да? кидали сигаретами. Ну, Я нормально такая, у тебя нет, все ничего, нет, хорошо? там не было прям, чтобы горело и что в глаз или что-нибудь такое, да, это было просто, ну, как бычок. Ну, все равно неприятно. И мне Ну, было конечно, я неприятно. просто себе сказала: Паша, успокойся, спасибо, что это не бутылка. Это, скорее всего, мужик кинул, да? Пьяные, наверное, все там с ним. Да, пьяные мужчины, конечно, Мгм. это, конечно, очень страшно. Пьяные девушки еще страшнее. Вообще пьяные люди страшные. Ты выпиваешь? Вообще, ни разу я не пьянела, ни разу не пила. Ну, потому что у меня детство такое сложное было. У меня родители очень сильно пили. Мне показалось, что это вообще ужас для детей будет, если... Ну, тем более женщина, она более расположена к этому, да. Хотя все думают, то, что мои хайпы, там вот эти вот, она пьяная, все это делает, да, думает, придумывает там и так далее. Нет, я абсолютно трезвый человек, который просто... я люблю просто креатив, я люблю открытость, я люблю быть самой, допустим, а не играть кого-то. Понимаете, сейчас намного моднее быть, оказывается, самим собой. Ты выросла в детском доме? Да, в Так. Верхневолинском детском доме. Нет, ну не прям выросла. 5 лет там жила, 5 лет в интернате в Верхоянске. И как это? Как это Ну, сказалось это на тебе? круто. Круто. Ну, на все готовом же. Это халява, понимаете? Я не понимаю, ты иронизируешь или не иронизируешь? Нет, я не иронизирую на самом деле, мне кажется, детдомовские дети, давайте буду говорить как есть, да, я вначале так думала, дети из детдома, там чуть ли не слезы и так далее, у меня постоянно ну, такое ощущение было, да, а сейчас у меня такое, это дети абсолютно, которые выросли на все готовом, абсолютно, которые не хотят ничего делать, я сама по себе знаю, да, это просто люди, которые привыкли все получать и сидят, просто должно все падать к ним, и квартиры, и все на свете, да. Просто надо сейчас так сделать, чтобы люди сами умели зарабатывать, и не все должно валиться вот прямо сверху. Из-за этого я говорю, что там было супер. А сложно ли ты переживала развод? Нет. Легко? Да, в Москву уехала и начала работать на себя. Как людям переживать расставание? Самое главное, не забивать эту пустоту бессмысленными там мужчинами, да, или мужчиной, лишь бы чтобы он был или назло. У меня вот такое было, и вот я 2 раза про этого, у меня 2 ребенка, да, еще появилось. Любить себя, да, и просто понимать то, что одиночество это тоже очень дорогое удовольствие, и ценить одиночество надо. Я еще ценю вообще то, что вот я сейчас одна, это вообще круто. То есть ты сейчас вообще не планируешь замуж? Нет, спасибо. Надо наполнить себя, надо развиваться, заниматься собой. С детьми у меня нет времени на это, понимаете, на любовь. Любовь для меня это шикарная вещь сейчас, чтобы тратить на это время. Я не хочу. Паша сказала, ну все же, мы почти все вопросы обсудили. Но нет, у нас наша любимая рубрика, уже любимая, неудобные вопросы. Сейчас я буду задавать тебе неудобные вопросы. Это вопросы, которые мы нашли в комментариях к различным постам твоим. К различным постам. Ужас. Да, которые люди хотели задать. Ты можешь не отвечать на этот вопрос. Но если ты не отвечаешь на этот вопрос, то ты выбираешь наказание. Вот отсюда ты выбираешь наказание. Вот Я эта отсюда камера, беру. эта камера следит за искренностью. Ага. Хорошо? Если ответ будет неискренним, мы это увидим. Нужно ли танцевать осохой после решения президента? Да, можно танцевать. Почему бы нет? Символизирует Асоха то, не что- только на Исохе танцуют. То есть просто за любое Мы согласие. каждые выходные Асоха пели. Допустим, у нас, ну, я же фольклорное отделение закончила, я к этому отношусь серьезно, к Асохе. Как будто обесценивается танец. Вот я что говорю. Нет, но Таким это же образом всё не равно- обесценивается? Нет, нормально потанцевать. Хорошо. Как ты считаешь? Искренне это было, не искренне? Что? Что это? Искренне, мамочки. искренне, искренне. Что ты? Движемся дальше. Кто тебе нравится меньше всего из якутской эстрады? Блин. Я не знаю. Сейчас, подожди. Я что, прямо имя должна сказать? Шучу, шучу. Подождите, меньше всего из эстрады. Блин, как я могу вообще про коллег так говорить? Мне все они нравятся. Как я могу? Все не нравятся? Все они нравятся. все нравятся. по-своему. Я не знаю как. Как ты считаешь? Наказание? Это что, звонок другу? Звонок другу. Ты должна сейчас... У тебя есть номер Даши Лавровой? Есть. Ты звонишь ей, и на полном серьезе говоришь, давай соберем группу кофе еще раз. Нет, я не буду так шутить. Это шутка, просто шутка. Она Нет, потом а? это поймет. Нет. Почему нет?
Ну, потому что. Тогда наказание это было? Это просто наказание, которое Нет, я должна не хочу выполнить. так чуть несерьезно так, блин. Мы с ней вообще просто привет, пока разговариваем. Вот, Ни к чему можешь я так написать ей буду. сообщение. Нет. Либо говори менее, кто нравится, выбери любого из якутской эстрады. А можно человека, который умер даже? Так, Ну, давайте я скажу так. Мне Сарен не нравится. Сара, Сарен, Сарен. да. Я просто не знаю якутскую эстраду, Нет, ребята. он как бы, он как лично мне говорил, вот у тебя голова какая-то, форма головы не такая, он же стилист. Да, и типа там мне пару слов сказал, и я вообще в шоке, и из-за этого я так вот к нему Ну отношусь. вот, Да. правильно, Но четко это все. личностное же, это просто... Мы идем дальше, мы Ну, идем давай, дальше, мы идем поехали. дальше, не переживай. Сардана Авсентьева или Айсен Николаев? Ну, президент, наверное, потому что... Когда он еще не был президентом, он на вопросы, на дебатах вообще круто отвечает. Вот это вот мне понравилось. А Сардана, она же только-только пришла, я не поняла, откуда она пришла вообще, в аэропорту, да, работала, говорили. И ну, она такой искренний, такой хороший тоже человек. Блин, я не знаю, блин, у них реально... Давайте я выберу Сардану. Сардану? Да, Почему? потому что у нее речь была лучше на этом триумфе, когда все собрались, и она это прямо круто сделала. У нее речь намного была весомее, и ей люди намного как-то больше Доверяю. доверяют. Да. Хорошо. Ты как считаешь? Все, отлично, Это отлично, видно. все правильно. Как ты относишься к Алене Алексеевой? Вот так. Каждый человек, который тебя обидел или тронул что-то, ты на подсознательном уровне, значит, ее тоже когда-то плохо не думала. Из-за той ситуации, которая возникла, она напала на Алену, певица же есть, Дива. Она, в общем, на Шугарин ходила и вот так прямо сфоткалась и, ну, рекламировала. Типа я на Шугарин сходила, и она там написала, что так скромненько могла бы и там показать, да, раздвинуть ноги. Ну, Это Алена написала, да, Алексеева. Алена Так. Диви пишет. Она Вот. еще многодетная мама, она тоже одна воспитывает. Из-за этого у меня такая вот, как за мать-одиночку многодетную, тоже мне обидно стало за нее. И я никому не говорила, вот открыто не говорила, что ты там, Алена, делаешь. Просто я мысленно слишком переживала вот так вот. Как я начала ее внутренне как-то в себе ее не принимать, как-то вот это вот выходки, которые она делает постоянно, она дошла до меня. Реально. И я поняла то, что если человек тебя обидел открыто, значит, ты в глубине души его давным-давно еще обидел. И он как бы идет тебе как карма. Но она же не виновата, что она тоже открытая. Она открыто все говорит, да, мне нравится. Я даже подписана на нее в Фейсбуке, в Инстаграме я заблокировала на фоне этого хайпа, да, этого телефона, короче. Творческие люди, мы же такие. Мы можем очень быстро обидеться, очень быстро простить и очень быстро проклять. Да, шучу. Самый крайне неудобный вопрос. Во сколько лет ты начала половую жизнь? Ой, блин, я не помню. Я еще стеснялся спросить так. А почему я должна говорить во сколько лет? Ну, ты можешь не говорить. Господи, я не хочу говорить. Наказание, пожалуйста, выбирай любое. Чего? Черепашки-ниндзя? Черепашки-ниндзя. Что это такое? Черепашки-ниндзя. Наказание черепашки-ниндзя. Ты когда-нибудь видела черепашки-ниндзя? Что делают черепашки-ниндзя? А что делать? Нет. Они вот так вот склеивают. У них вот такие пальцы. Я знаю, я это И делаю. мы тебе сейчас склеим пальцы вот так. Вот так, в момент Нет, клеем. мне нельзя клеить. Что у тебя аллергия на клей? Да. Ой, ты уже забрешь мне, это неискренне. Итак, поехали. Давайте Череп- чуть-чуть хотя бы. Давайте я сама. Нет. Нет, я сама. Я Ну да. приклею нормально. Хорошо. Аккуратно. Что-то мне кажется вранье. Подождите, а Ты не вдруг- переборщи только, не переборщи. Он прям нормально. Все. Ладно, все. Как я буду ходить так? Ну ты. Ты вот здесь сделай, вот здесь. Одну каплю. Одну каплю. Не, сюда зачем? Вот это, подожди. А. Мы делаем же черепашку-ниндзя. Черепашки-ниндзя же такие. С 3 пальцами. Блин, а как дальше мне сделать? Все нормально, хватит. Вот тут, и все, и на другой руке теперь. Теперь я тебе. Так, и мы делаем черепашку-ниндзя. Так, вот здесь клеим. Ребята, мне страшно. Не переживай. Держи. Все, Ребята. держится. И между какими? Вот этим. Этим. Давай, показывай, черепашки-ниндзя. Все, мы склеили. Теперь она черепашка-ниндзя. Пам!
Ты можешь расклеивать. Если сможешь, можешь расклеить. А, больно же. Чтобы как мы расклеим. А как мы расклеим? Надо силой. Ты не хочешь продолжать так дальше? Вот Ладно, так, хорошо. что ли, разговаривать дальше? Ребята, Что не отдирается вообще? Прям серьезно не отдирается, прикиньте, давайте. ребят. прикиньте, ребята, сейчас. А, так неудобно, как бедный телефон. Жжет же прям. Я говорю, расклей просто и все. Ребята, надеюсь, вы подписались уже на наш канал, поставили лайк, написали комментарий и напишите, кого еще нам можно позвать или нужно позвать и что можно спросить у этого человека. Так, а пока у нас уже все приготовилось, смотрите, какая красота. Вот она, эта картошечка. У нас все получилось, точнее, у тебя все получилось, я ничего не делал, я помешал картошку. В общем, у нас сегодня все приготовила наша замечательная, тебе аплодисменты, я тебе дарю. Так, и еще... Так. Ну ты-то, конечно, себя похвалишь. Я сейчас честно скажу, честно, я честный человек. Если тут невкусно, скажу невкусно. Не дай бог, скажешь невкусно. А если вкусно, скажу... Очень вкусно, на самом деле. Очень вкусно. Рецепты вы увидите вот здесь. На самом деле, ну я просто наблюдал за этим всем, Ага. но походу проще, чем чебуреки. В разы, что там тесто не надо делать, ничего. Так что смотрите наши предыдущие выпуски, там мы про чебуреки делали. Есть такой популярный комик, его зовут Джо Роган. Это западный стендап-комик. И он всегда задает такой вопрос, и у нас точно такой же вопрос к тебе будет. Смотри, если бы у тебя был шанс вернуться в прошлое, в любой исторический промежуток времени, вообще в любой, что бы ты изменила или что бы ты сделала? Я бы Ленина убила. Ленина убила бы сперва, потом бы убила Гитлера. Сперва Гитлера убила бы, А потом Ленина. да. Не спросили, почему. Ну а почему? Но я же не буду просто каждый раз убивать людей, которые мне просто не нравятся. Потому что они убили очень много людей. Против церкви, допустим, да, Ленин. А Гитлер, то, что людей так, ну, вот так вот убивал, вообще ужасно. Я бы вот это вот бы остановила бы. Спасибо большое тебе, Прасковья. Спасибо, Вам Паша. спасибо. Паша, спасибо большое. Ребят, подписывайтесь на наш канал. Классная передача, ребята, вам удачи. А- Вы не сказали, как вкусно или нет? Я сказал вкусно. Еще раз можете сказать. Ребят, и еще раз, это было вкусно. Это готовила она, поэтому это было вкусно. Если бы Спасибо. готовил я, было бы еще вкуснее. Все, всем спасибо, пока, ребят, пока.